подходит и говорит: ой, Давлатов, это вы? Можно с вами фотографировать? Я говорю: вы здесь работаете? Да. Кем работаете? Горничный. Я говорю: пойдем. Это так. Тот день гостиница «Космос», я подошел, снимаем там, фильм снимаем как раз и так далее. И тут одна вот эта горничная как раз побежала: вы же Давлатов. Я говорю: ну да. Говорит: я так мечтал с вами фотографироваться. Я говорю: вы откуда? Я с Бухара. Я говорю: ну давайте. Знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что в тех годах, не дай Бог, чтобы они вернулись к нам больше. Пусть они уйдут навсегда. Як 3 сол, 5 сол пас дига, давлати мо бехад обод меше, бачо. Иншаллах. Як 3 сол, я 5 сол дигаш мондега. Вы должны это понять. Поэтому, когда вы слышите, что кто-то жалуется, ему скажите: не нравится, иди живи в другом месте. Иди живи в другом месте. А вот здесь потихонечку, по чуть-чуть надо создавать, по чуть-чуть надо строить. Мо бояд ки ҳар якамо шахсиятамо ҳаме хел тарбият кунем ки худамо ҳамон хел шахсе шавем ки аз кадом ҷамъият орзу дорем. диққат кунед. мо ҳаме хел худамо тарбият кунему, ҳаме хел бояд вай рафторамо бошад ки мо ҳамон хел шахсе шудамо дар кор аст ки аз кадом ҷамъият орзу мекунем. аввал худамо ҳамон бояд ки соответствовать кардана ёд гирем. Фақат гуфтан дар кор не ки эйни мо ба намешад, эйн ҷиба кардан ин хел, эйн хел, айн даст кашидан дар кор. аввал худамо бояд ҳамон ҷамъияте ки ният дорем, орзу дорем, ҳамон хел инсон шавем, баъд хабатамон бо як каси дига мешад, бо як каси дига мешад, бо як каси дига мешад. баъд аз мебинед ки баъд аз 2 сол, 3 сол як гала дигаргониҳо пайдо мешад. анамин нишона ҳаст ки мана нигоҳ кунед, я кадом вақт мардум илма мефаҳмад? вақте ки ки мебиёд аз пушти илм? ҳамон одаме ки фаҳмид илма. дуруст менеме? мардумо фақат туйба мерафт 3 сол пеш аз ин ё 5 сол пеш аз ин, барои ҳама ҳукумати мо аз маҷбуриша туйоя як ограничение кард. аз маҷбуриша. чунки чизе ки фоида буд халқи мо намерафт. чизе ки вай ба ҳаёташ ба таъсир мекунад намерафт. а ҳамин ҷи туй мешуд, шаҳри туз мерад. ё гапам дурӯғ? худ хай дута додару хоҳар равад, ҳеҷ гап не. а зачем вес страну туда-сюда матад? якта туй улоғ шавад, кумани бускаше? не спевай, Тоҷикистон он тараф мерад, Узбекистон мерад. ман дурӯғ намегум, бачо, гапа ростша мегум. не ки чизе ки илм аст, илма ҳамон вақт ба мардум мефаҳмад ки қадраш ба расад. ман шумо 3-4 чиз мегум. теперь буду говорить на русском. Договорились? Все, пойдем. Буду говорить о деньгах. Была когда-то эпоха, вы могли бы добиться больших успехов, если вы владели землями. Эта эпоха когда-то была. Капитал был земля. Чем больше вы владели землей, тем больше вы были состоятельным человеком. А потом за ними ушла эта эпоха, пришла эпоха активов, недвижимости, заводы, промышленности. Это эпоха, которая прошлый век, в которой мы с вами жили. Потом пришла эпоха, именно информационная эпоха, цифровизация, цифры, компьютеры, интернет и так далее. До нас еще он не дошло и закончился. И почему? Потому что наши народы еще массово интернет не используют. И начинается новая эпоха. Эпоха человеческий капитал. В будущем ни недвижимость, ни завод, ни золото, ничего не заменяет место таланта. Я хочу, чтобы вы точно знали. Будущее абсолютно ничего, потому что именно те талантливые ребята, которые умеют создать модели, создать структуры, создать схемы,
ориентированы на мировые ресурсы, ориентированы на масштабах, вот они будут процветать. Так что будущее принадлежит тем, у кого есть мозги. Ресурсы будут бегать за теми, у кого будет талант. Вот сейчас, сегодня, вы это поймете через, может быть, 10-20 лет, то, что я сейчас сказал. Но запомните, если сегодня вы возьмете за себя и за своих детей и начнете их готовить к перемен, подготовить их надо к этому перемен. И когда наступит этот день, они будут готовыми к достижению больших, великих целей. Но их надо готовить. Если вы каждый год меньше 50 книг читаете, вы отстаете от будущего общества. Послушайте меня внимательно. Если вы в год читаете меньше 50 книг о развитии в тех сферах, кем вы хотите стать, вы просто остаетесь невостребованными. В будущем много профессий исчезнут. Халтура исчезнет. Фальшь исчезнет. Ага-пага, это все исчезнет. Тага-мага. Это все временно. Запомните. Это все временно. Наступит время, талант и мозги. Тага тебе устроит на работу. Но если ты не умеешь эту работу вести, тебе сразу выгонят. Кто мне понял? Этот день наступит. Общество, само общество придет к этому пониманию. Всего 3-5 лет спустя вы будете запомнить сегодняшний день на всю оставшую вашу жизнь. Потому что этот день будет не день пророчества. Этот день будет тот день, когда навсегда изменится ваше видение. У вас должно появиться новый взгляд к жизни. Абсолютно новый взгляд. И вы должны быть очень гибкими. Даже если сегодня вы успешны, не надейтесь, что через 10 лет будете такими успешными, как сегодня. Потому что успех – это не диплом на всю жизнь. Успех – это как, понимаете, марафон на всю жизнь. Такого нет, это не 100-метровка, что побежал ты чемпион. Нет, это всю жизнь надо бегать. Всю жизнь надо бегать, чтобы не оставаться. Это такое. Она превращалась. Понимаете, раньше было диплом, можно было получать, и можно было действительно жить хорошей жизнью. Обеспеченной жизнью жить. Это время уже позади. Один профессор на всю жизнь, стабильность, это умер. Его больше никогда не повторяется. Теперь жизнь намного быстрее меняется, чем мы ожидали. Потому что мы живем с теми людьми, которые изобретают любую технологию и любое лекарство в любой точке земного шара, и через год, и тебе надо через даже неделю доступно, а через год он выпускает новое. Раньше Абу Аль ибн Сино жил, например, в 10 веках, мы читали, радовались. Теперь как будто Сино живет всего на 2 дня впереди тебя. И все его открытие, ты прямо сейчас можешь ему задавать вопрос. Ты можешь у него узнавать сегодня, как он живет. Вот такое время сейчас. Барьеры нету. Многие вещи изменяются. Теперь мир, как раньше, если вы работали, ориентировались на рынке Худжанда, теперь рынок, весь мир для вас. Имеешь мозги, вот она, мировой рынок твой. Сейчас наступает время действительного таланта. Не ориентируйтесь на маленьких вещей. Если вы действительно... Почему я написал вот эту книгу? Кто-нибудь из вас читал эту книгу? Как стать миллионером в Таджикистане? Ребята, грех эту книгу не читать. Я серьезно говорю вам. Это действительно грех, жить на этой земле и не мечтать сделать свою землю богатыми. Найдите эту книгу, изучайте его внимательно, чтобы вы точно понимали, как это делать. Там написано очень много. И самое интересное, когда эту книгу поставили на продажу, его больше покупали казахи, узбекистанцы, казахстанцы. Даже Чечни заказали его больше, чем Таджикистан.
Я эту книгу не написал для других людей. Я сейчас теперь думаю, это было для местного населения написано. Теперь я ориентируюсь писать новую книгу, точно так же. 100 способов, как стать на рынке Таджикистана миллионером иностранным компаниям. Теперь я буду так написать, чтобы больших людей направить сюда. Потому что я смотрю, это моя книга в Узбекистане, Казахстане, даже Чечне, Россия больше читает, чем в Таджикистане. А знаете почему? Возможно, она еще на таджикском еще не вышла, или люди, может быть, я его еще не позиционировал, наверное, поэтому люди, возможно, не знают. И я думаю, об чем? Я заметил интересную вещь. Например, слышит слово, что миллионер, например, когда говорят, что это миллионер американец, или это миллионер немец, или это миллионер японец, и так далее, европеец, это, естественно, воспринимается как будто нормально. А быть миллионером Таджикистана, ну, нереально. Разве не так? А вы знаете, в голове людей есть невосприятие, оказывается, этого.